Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Увы, но многолетняя борьба мусульман и татарской общины Калининградской области на сегодня ушла фактически в криминальную плоскость. Видного общественника и бизнесмена области, а также нашего брата-мусульманина Артура Русяева, полицейские обнаружили наркотики, а это грозит мусульманскому деятелю области уголовным сроком. Артур Русяев по национальности русский и родился в Калининградской области. В зрелом возрасте он принял ислам и стал самым заметным мусульманским деятелем самой западной области страны. Его активная и публичная деятельность на протяжении последних, наверное, 10 лет сводилась к тому, чтобы в своем родном крае построить мечеть. А история, как татары-мусульмане области пытаются построить, можно сказать, первую и единственную соборную мечеть в Калининградской области, очень печальная и трагическая. Еще в мае 2014 года татарская община Калининграда обратилась за помощью в достройке соборной мечети города к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В СМИ сообщается, что в Калининградской области проживает более 5000 татар, из которых около 2000 живут в самом Калининграде. Не думайте, что это очень мало. На самом деле в регионе проживает около 100 тысяч мусульман, а население самой области достигает чуть более 1 миллиона человек. В 2010 году мусульманам вроде как удалось добиться разрешения, чтобы в Калининграде построить первую в области мечеть в Южном парке. Деньги на строительство собирались всей мусульманской общины. К 2013 году мечеть была уже готова на 80%. В городе поменяли правила градостроения. Площадка мечети оказалась в охраняемой зоне памятника Фридландские ворота. Начались судебные разбирательства. Несмотря на то, что правила градостроения поменялись после того, как мусульмане города получили разрешение на строительство мечети, суды постановили, что недостроенную мечеть нужно снести. Мусульманам удалось отсудить у городских властей около 66 миллионов рублей. Говорят же, что закон обратной силы не имеет. То есть новый закон не распространяется на отношения, которые возникли до его утверждения. Но калининградские власти посчитали, что с мусульманами города можно не считаться. Вопрос о том, что в регионе все же стоит признать равноправие между конфессиями, и мусульмане достойны своей мечети, в 2018 году поднимал глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнуддин. Он осмотрел ту недостроенную мечеть, которую уже собирались снести. В принципе, мусульманский деятель ограничился лишь призывом к властям региона, чтобы найти какое-то компромиссное решение с мусульманами Калининградом. И вот, видя все эти тщетные потуги мусульман обрести свою мечеть, Артур Русяев решается помочь им. Как он это делает? На своем участке земли в поселке Отрадное, что под городком Черняховское, он возводит молельный дом, который фактически становится мечетью для местных прихожан. В 2017 году Артур Русяев регистрирует религиозную организацию Махалля Иршад и возглавляет ее. Практически одновременно у Русяева завязывается конфликт с администрацией Черняховского района и личностный конфликт с главой этой администрации Сергеем Булычевым. Суть претензии. Власти считают, что Русяев нарушил правила использования земли, отведенные ему под крестьянско-фермерское хозяйство. Небольшое уточнение. Артур Русяев ранее уже обращался в администрацию Черняховского района с просьбой предоставить ему землю под строительство постоянно действующей мечети, но получил отказ. Свой отказ Булычев, конечно, аргументировал с явными нотками дискриминации мусульман Калининградской области, если вообще не всей России. Первый аргумент. Строить мечеть в Черняховском городском округе нельзя, потому что этого нет ни в генплане, ни в правилах землепользования и застройки. То есть о мусульманах в регионе знать не знают и знать не хотят.
Второй аргумент от Булычева. Если хотите строить нехристианский храм в городе, то получите согласие от большинства людей этого округа. Иначе, видите ли, будет разрушен традиционный облик и уклад города. Вот так мусульмане своим существованием, своим проживанием в регионе, оказывается, разрушают традиционный облик и уклад города. Еще раз, мы говорим о Калининградской области, которая стала частью России 75 лет тому назад. Этот регион не был присоединен к нашей стране христианскими или православными войсками 75 лет тому назад. И этот регион нам достался благодаря многонациональной армии Советского Союза. Так что облик региона могут определять представители всех народов России, в том числе и конфессий. У Сергея же Булычева серьезная заявка, чтобы стать самым отпетым исламофобом России. В общем, судебное разбирательство Русяев команде Булычева проиграл. Мечеть на территории его земли снесли. Русяев тщетно пытался достучаться до руководителя региона Антона Алиханова, писал комментарии под пивопостом, где калининградский губернатор восхищался и благодарил за результаты спортсмена-мусульманина Марата Алиасхабова. Вот так хвастаться достижением мусульман, то Алиханов внимателен, а как помочь им с мечетью, то губернатор глух и ничего не видит. Мой коллега и татарин мира Ринат Хабибуллин ездил в гости к Русяеву, чтобы запечатлеть, в каком состоянии находится мусульманская община Черняховского района, да и в целом Калининграда. В сентябре этого года Артур Русяев написал обращение на имя министра обороны Сергея Шойгу, где он говорил о необходимости строительства главной мечети вооруженных сил Российской Федерации. Очень интересный проект. Тем более в рамках мира и диалога конфессий в России, ведь главный православный храм армии уже есть. Таким образом, перед нами русский мусульманин Артур Русяев, который взял на себя непростую ношу – добиться строительства мечети в Калининградской области. Эту затею начинала в крае татарская община. Увы, но межрегиональные отношения между Калининградом и Татарстаном не помогли мусульманам. Артур Русяев всячески пытается и старается, чтобы в регионе случился паритет между православными и мусульманами. Причем не только в его родном регионе, но и по всей России. По факту мы видим, что у Артура Русяева есть открытый публичный конфликт с властями Черняховского района. Русяева как-то лицемерно игнорирует губернатор. Кстати, Русяев за несколько недель до своего задержания говорил, что ему стали поступать угрозы. Как вы думаете, реально вообще, чтобы человек, у которого может быть какой-то мутный или незаконный бизнес, будет вписываться в очень глобальную и публичную историю и будет добиваться равных условий для мусульман? Очевидно же, что люди, нечистые на руки, люди, занимающиеся криминальным бизнесом, оборотом наркотиков или их употребляющие, на самом деле любят тишину и не высовываются. Таким образом, у нас нет оснований доверять всем тем обвинениям, которые вменяются Русяеву. Тем более после скандального дела Голунова. В соцсетях и в СМИ разгорелась острая дискуссия между защитниками преподавания татарского языка и теми, кому татарский язык не нужен. Около 2 месяцев тому назад известная в Казани активистка Екатерина Матвеева опубликовала на своем YouTube-канале аудиозапись с секретарем полилингвальной школы в Казани, что на улице Бичурина. Эта школа открылась только в этом году, 1 сентября. Вообще, создание сети полилингвальных школ, где преподается и татарский, и русский, и английский языки, у нас в Татарстане курировал лично Минтимер Шаймиев. Считаем справедливым будет назвать эти школы именно шаймиевскими. Вернемся к аудиозаписи Екатерины Матвеевой. Женщина с голосом, похожим на голос Екатерины Матвеевой или вовсе не Матвеева, допытывает секретаря школы, как ей быть. Ведь ее ребенок, который идет в 7 класс, не знает татарского языка. Родной язык у ребенка – русский. А отдать учиться
в новую и современную школу родительнице очень хочется. Секретарь школы рассказывает, что для учебы в этой школе ребенок должен пройти тестирование, собеседование, то есть показать, какими базовыми знаниями он обладает. Отметим, что звонившая женщина прекрасно знала, куда звонила, а именно в полилингвальную школу. Потом мы с вами смотрим татарский. Татарский мы не учили вообще. Не учили вообще. Нет, у нас нет, у нас придется родной учить русский. как второй государственный. Поэтому все лето вам придется заниматься, если вы хотите к нам. А у вас же, вот в 7 классе я разговаривала с мамой, она сказала, есть простые классы, в которых нет татарского языка. Таких классов у нас нет, это Д-класс. Вот этих классов с этого года больше не будет, когда наша школа будет другой школой. Вы имеете в виду, когда она билингвальная станет? Что мы узнали из этого короткого диалога? Как видим, секретарь школы призывает маму ребенка не отчаиваться, если он не знает татарского языка. У него впереди целое лето, за которое ребенок либо сам, либо с помощью родителей, либо с помощью репетиторов может достичь какого-то знания татарского языка, какого-то уровня. А что не так? Хотите, например, учиться в физико-математической школе? Ну, логично, значит, вам надо подтянуть знания по физике и математике. Хотите в какое-нибудь учебное биолого-химическое заведение попасть? Ну, покажите ваши знания в биологии и химии. А мать школьника, еще раз повторимся, прекрасно проинформирована о том, что это за школа. Она лингвальная, языковая. Тут языки нужно знать: русский, татарский и английский. В современном мире на самом деле положению татарского языка не позавидуешь. Мы вот вроде как говорим о равноправии языков, но признаемся честно, по факту татарский язык далеко не на том уровне, как русский язык. А хотелось бы. Вы не представляете, как сегодня сложно найти в Казани детский садик с татарским языком обучения. Такие же проблемы есть и по школам. Скажу вам откровенно, как отец. Я еле-еле нашел садик для своего ребенка, где есть татарский язык. Что там реально с татарским языком, пока не знаю. Посмотрим. Чем же отличаются учебные заведения из сети полилингвальных шаймийских школ от обычных школ? Во-первых, это особое внимание к татарскому языку и истории Татарстана. Учебники в школу завезли еще не все. Ожидают со дня на день новую партию книг по отдельным предметам на татарском для обучения, как и планировалось, на родном языке. В школе будут и курсы по истории Татарстана, предмет, который во многих учебных заведениях вышел из употребления. Во-вторых, для таких школ будут готовить особых специалистов. Это должны быть специалисты, готовые работать в полилингвальной школьной среде. Университету и педагогическим вузам уже поставлена задача готовить и готовить таких вот новых специалистов для работы в полилингвальной образовательной среде. С этой целью по заказу республики ежегодно принимается порядка 200 студентов. И первый выпуск состоится в 2023 году. Они будут полностью подготовлены к работе. В-третьих, татарский внедряется по новым методикам и технологиям в учебно-воспитательный процесс. А с этим в последнее время татарстанские школы испытывают некоторые проблемы с законом. Проект, который был создан по инициативе государственного советника Татарстана Минтимира Шаймиева, по сути стал своеобразным ответом на вызовы современности. Все гениальное просто, все языковое, культурное и историческое наследие татарского народа, согласно главной идее полилингвального образования, будет внедрено в учебно-воспитательный процесс. И никаких проблем с законом. Уже с дополнениями Конституции Российской Федерации гарантирует Конституция всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Недавно всей страной дружно мы приняли эти поправки и закрепили в основном законе. Поэтому хочу сказать и хочется быть уверенным, что данное положение Конституции страны будет неукоснительно реализовано. Екатерина Матвеева прокомментировала шумиху, которая поднялась в СМИ и в соцсетях. Ей, в частности, приписывают, что она провокатор и специально сделала этот звонок в школу.
Такую свою роль Матвеева отрицает. Она говорит, что лишь решила помочь родительнице, которая не смогла пристроить своего ребенка в полилингвальную школу. Заодно Матвеева еще рассказала, что ее дети уже отучились в школе, и вообще это не ее голос. Но Матвеева продолжает настаивать, что в школу закрыт вход русским детям. Нет, Екатерина, вход в школу открыт для детей умных, сообразительных и трудолюбивых, вне зависимости от их национальности. Ребенок и его родители, уважительно относящиеся к культуре и языку татарского народа, знающие русский и английский язык, достойны обучения в полилингвальной школе. Не будьте националисткой, Екатерина. У нас завязалась дискуссия с ногайским этномиссионером и по совместительству со студентом одного из турецких вузов Алимом Максутовым. Суть нашего спора проста. Он утверждает, что в метрических книгах мечети Астрахани юртовцы записывались только как ногайцы. Мы же в тех же самых метрических книгах, а конкретно черной мечети, находим записи, что юртовцы, кундровцы записывались и как татары. То есть мы говорим о татарском факторе в истории происхождения юртовцев, которые по справедливости являются и по сей день татарами. Мы использовали записи из метрической книги черной мечети Астрахани второй половины XIX века. Начнем с того, что Алим Максутов нас обвиняет в том, что мы не знаем Астрахань. Они просто не знают, где там юртовцы, где там не юртовцы. То есть очевидно, что они не вовлечены, они не в курсе того, как устроена Астрахань и как устроено вообще, скажем так, этническое разнообразие Астрахани. Да? Алим Максутов утверждает, что записи «Юртовский татарин» в метриках черной мечети не могут отражать этническую картину города Астрахани и расклад по татарам, ногайцам и юртовцам. И все дело в том, что мечеть находилась на территории Бухарского двора. Что из себя представлял Бухарский двор? Это двор, который населяли узбеки. То есть это такие кварталы, которые населяли узбеки. И мечеть их, соответственно, она была узбекской, если говорить современным языком. Да? То есть это бухарские татары, как их называли, но на самом деле там были не только уроженцы Бухары, там были уроженцы и Хивы, и других регионов, Мавераннахра, такого региона, как Мавераннахр, населенного в основном узбеками. Они приводят метрику из узбекской мечети, причем мечети, которая даже не входила в Оренбургское Магометанское духовное собрание. Дело в том, что черная мечеть, она была под патронажем Бухары, то есть Бухарского эмирата. Потому что мы знаем, что Бухарский эмират, он же, скажем так, юридически не был даже в составе Российской империи. Да, она, скажем так, вела производство внешних отношений Бухарского эмирата. А во внутренние дела Бухарского эмирата Российская империя фактически, юридически не вмешивалась. А вот эта ремарка Алима Максутова нам больше всего понравилась. Он фактически приравнял мусульманскую мечеть к христианскому храму. Я шутил по этому поводу, они бы еще из церквей какие-нибудь метрики достали и сказали, вот же, татарами называют. Алим, не стыдно? А вот тут Максутов хвастается своими познаниями торговых дворов в Астрахани. Я бы хотел еще добавить гелянских татар, да, вот в Астрахани, и агрыжанских. Гелянские — это азербайджанцы, Да. которых тоже сегодня сложно как-то причислить к татарам, да, хотя их причисляла Российская империя. А агрыжанские — это вообще индусы. Можно тогда в Индию поехать и сказать, ребят, вы себя как бы не знаете, вы татары, просто забыли об этом, да? Ну что же, объясним турецкому студенту Максутову несколько сюжетов из истории Астрахани. Очевидно же, что студенту некогда углубляться в историю города той страны, которую он покинул. Да, в Астрахани после взятия Иваном Грозным появилось 3 купеческих этнических двора. Гелянский двор для торговцев Ирана и Закавказья, Бухарский двор, на территории которой была построена каменная черная мечеть, это купцы из Средней Азии. А в 1673 году Агржанский двор, потомки купцов-индусов, которые перемешались с местными татарками. То есть этим торговым дворам к концу XIX века было более 300 лет. В 1808 году астраханский губернатор пытался узнать, когда же именно жители этих
3 дворов прибыли на землю Астрахани. В архиве никаких точных сведений на этот счет не нашлось. Настолько древними были эти дворы. По архивным данным, в Бухарском дворе в 1824 году числилось 391 мужская душа, в Гилянском – 147 мужских душ, в Агржанском – 117 душ, всего 665 душ. Не обращайте внимания, в Российской империи раньше учет населения велся по мужским душам, не беря во внимание женщин и детей. Вообще коммерческая активность купцов этих 3 дворов в XIX веке приходила постепенно в упадок. Одновременно российские власти пытались татар Бухарского, Гилянского и Агржанского дворов включить в сословие мещан, записать их в торговые гильдии. Татары этому сопротивлялись, не хотели делать дополнительных отчислений в государственную казну. К концу XIX века можно сказать, что связи Бухарским Эмиратом, с Персией, Закавказьем и даже с Индией у татар этих 3 дворов практически свернулись. Их торговые караваны грабились киргизо-кайсаками, калмыками. Торговая прыть татар этих дворов укращалась и частыми пожарами, наводнениями и так далее. В общем, вся деятельность татар Бухарского, Гилянского и Агржанского дворов практически полностью была ориентирована в итоге на внутригородскую торговлю. О какой связи Бухарского двора вообще идет речь, Алим? Зачем вы говорите то, о чем ничего не знаете и распространяете заблуждения? Положение татар 3 дворов пришло в такой упадок, что некоторые из них во второй половине XIX века, а конкретно 34 семейства из 171 семейства, переселились в калмыцкие земли. В 20-30-е годы по всему Бухарскому двору смогли найти лишь только одного человека, который понимал язык бухарцев для торговли. Весь этот иноязычный, иностранный флер татар Бухарского, Агржанского и Гилянского дворов был полностью утрачен к 1876 году, когда татар этих дворов записали в общее сословие астраханских мещан, где были и другие татары. Нам известно, откуда взял Алим Махсутов информацию, что Черная мечеть не была подчинена Оренбургскому магометанскому духовному собранию. Из чего он делает экстравагантные выводы, что эта Черная мечеть была на самом деле мечетью узбеков, которые не разбирались, татары перед ними или юртовские нагаи. Впервые информацию о так называемой независимости Черной мечети высказал астраханский историк Виктор Викторин. Ну а другой историк Андрей Сызранов, называющий себя именитым тюркологом, но не знающий ни одного тюркского языка, стал везде рассказывать об этом, направо, налево. Теперь нам известно, кто участвует во взращивании нагайских этномиссионеров в Астрахани. Ни у Викторина, ни у Сызранова конкретных ссылок на исторические источники, на документы нет. Одно лишь голословное утверждение. С 30-40-х годов XIX века Черная мечеть становится центром Ахунского управления Астрахани. Фактически это значит административное главенство над другими мечетями города и слободами, а именно Казанской и Юртовской слобод. Так что версия, что Черная мечеть это на самом деле такая исламская идеологическая цитадель Бухарского Эмирата и узбеков в XIX веке на территории Российской империи, все это на самом деле фантастика недоучившегося студента, общающегося с сомнительными астраханскими исследователями. И не более того. Ну а Алиму мы предлагаем немного подождать и не торопиться с ответами нам. Разоблачение его заблуждений еще впереди.